Предлагаем вашему вниманию итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях в пятнице, 25 сентября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот главные темы. Десятки населенных пунктов в Якутии окутал дым. Единая горячая линия в помощь больным астмой открыта в республике. Тем временем в Алданском районе ликвидирован крупный лесной пожар. Борьба с еще одним возгоранием продолжается. За вклад в развитие республики и России в преддверии Дня государственности Якутии глава региона вручил госнаграды. Самое современное и технологичное сельхозпредприятие в суровых условиях севера. Тепличный комплекс «Саюри» расширяет производство. «Открой в себе ученого». Поиск старинных храмов обернулся неожиданным результатом для школьника в Ленске. Предпремьерный показ долгожданного фильма «Тагандархан» в столице региона. Создатели раскрыли некоторые детали кинокартины. Ориентировочно минувшей ночью на федеральной автодороге Вилюй между селами Кутана и Шея Сунтарского улуса в воду упала Toyota East. Телефонное сообщение о происшествии в дежурную часть МВД России по Сунтарскому району поступило сегодня в 7 утра. По предварительным данным, мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в водоем. К сожалению, пенсионер не смог выбраться из салона машины. Право управления транспортом он имел. За последний год к административной ответственности за нарушение не привлекался. Причины и обстоятельства трагедии установит следствие. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 79 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Так, в Якутске выявили 40 случаев, в Мирнинском районе 7, в Татинском 6, в Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах по 4 заболевших, в Среднеколымском, Чурапчинском районах по 3 случая, в Вилюйском, Жиганском улусах по 2, зафиксирован 1 летальный исход. Лаборатории республики за сутки провели почти 4000 исследований на COVID-19. Необходимо обратить внимание, что большинство летальных случаев на территории республики связано прежде всего с теми больными, которые имеют осложненные хронические заболевания. И, соответственно, это в основном группа риска граждане старше 65 лет. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание к детям. Я обращаюсь к тому, чтобы берегли своих пожилых родителей, старших братьев и сестер. Сегодня это действительно достаточно важно. Единую горячую линию для больных астмой запустили в Якутии в связи с задымлением. Об этом также сообщила Ольга Балабкина в ходе брифинга. Пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания могут обратиться по номеру 8 914 2 701 203. По данным авиалесоохраны, на сегодня в регионе действует 20 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 720 гектаров. За сутки возникло 2 новых возгорания и 3 было ликвидировано. Отмечается, что в связи с отсутствием осадков существует вероятность задымления около 40 населенных пунктов на территории 12 районов республики. Я хочу обратить внимание, что исходя из сложившейся ситуации, которая связана и с пожарной ситуацией, которая существует на территории республики, нами сегодня принято решение для больных, которые связаны прежде всего астматиков наших, открыть отдельную горячую линию в Министерстве здравоохранения. Номер этой горячей линии 701-203, 8 914 2 701 203. Этот номер появился у нас в том числе и на сайте Министерства здравоохранения. Даст нам возможность прежде всего разгрузить линию, которая работает у нас по поликлиникам, по скорой помощи. В Алданском районе сегодня был ликвидирован один из 2 лесных пожаров, бушевавших неподалеку от поселка Иллымах. Борьба с огнем продолжается на участке в 16 километрах от поселка Нижний Куранах. Накануне был зарегистрирован пожар в лесном массиве вблизи ключа Раздольный. Проблемой стало обнаружение очага. Ветер относил дым в сторону. На тушении работают бригады Якутлесресурса и авиалесоохраны. Минерализованная полоса была проложена до болотной местности. По ее кромке делаются отжоги.
дороги, сухие и прогоревшие лесины убираются. Специалисты уверены, что ликвидировать пожар удастся в ближайшее время при условии безветренной погоды. Предположительно, виновниками возгорания стали охотники. Обстановка по лесным пожарам, накалившаяся в сентябре, стоит на контроле прокуратуры района. Сегодня в составе комиссии мы непосредственно выехали на лесной пожар с номером 77, где изучена обстановка, проведено совещание с руководителем пожара. Но на сегодняшний момент достаточно сил, средств и техники. Органам пожарного надзора будет дано указание о проведении незамедлительной проверки с целью установления причастных лиц к указанному лесному пожару. Рекультивировать нарушенные при добыче земли начали на карьере Комсомольский в Мирнинском районе. Извлекать руду перестали в прошлом году. За время его освоения удалось добыть 18 миллионов тонн руды. Товарная стоимость составила более $1 миллиарда. О восстановлении земель материал наших коллег. Сегодня в карьере «Комсомольский» уже не слышны звуки работающей тяжелой горной техники. Добычу руды здесь завершили в 2019 году. За 17 лет эксплуатации месторождения здесь добыли около 18 миллионов тонн руды. Сегодня на участке ведутся только работы по ликвидации объекта. Сегодня уже зачищен от остатков рудный склад. Руда перевезена на рудный склад фабрики номер 14. Полностью разобрали водовод. Демонтируют на объекте линии электропередач, здания и сооружения. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель рассчитаны на 1 год. Общая площадь объекта рекультивации составит более 300 гектаров. Завершат работы в 2021 году. Реализация проекта, точнее, ведется силами Айхальского ГОКа, точнее, персоналом того же карьера «Комсомольский». Также привлекаются сторонние организации, это «Транслом», ребята, которые вывозят отсюда металлолом, и АТМ, которые привлекаются для разбора стационарных зданий. На работы по рекультивации нарушенных земель промплощадки карьера «Комсомольский» «Алроса» направила более 80 миллионов рублей. В августе в онлайн-видеоформате были проведены общественные обсуждения. На слушаниях оценили воздействие работ на объекте на экологическую обстановку в районе. Участниками обсуждений стали в том числе и жители Айхала. Организаторами слушаний выступили компания «Алроса» совместно с администрацией Мирнинского района. В онлайн-доступе были доступны все необходимые документы. Можно было ознакомиться с проектом рекультивации нарушенных земель и материалами проведения оценки воздействия на окружающую среду. На днях мы ожидаем протокол по итогам проведения слушаний. Он необходим для включения в пакет документов на дальнейшее прохождение государственной экологической экспертизы. В Айхальском ГОКе уже был опыт по рекультивации нарушенных земель. Подобные работы провели на карьере Сытыканский. Разработка кимберлитовой трубки была прекращена в 2001 году. По окончанию работ по рекультивации в карьере «Комсомольский» территория останется под самозарастание. Сам карьер будет затоплен дождевыми и талыми водами. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В преддверии Дня государственности Якутии глава региона вручил госнаграды республики и России. За вклад в развитие республики наградили людей из самых разных областей. Айсен Николаев отметил, что за прошедшие десятилетия после принятия декларации о государственном суверенитете региона Якутия стала лидером экономического развития на Дальнем Востоке. В числе награжденных Аиза Решетникова, основатель Музея музыки и фольклора народов Якутии, которая удостоилась государственной премии имени Алексея Кулаковского. Писала статью о музыке якутских аланхо. Я организовала музей музыки и фольклора. Но я не буду там отчитываться долго. Но я думаю, что впереди у меня еще открытие Кулаковского в других жанрах каких-то. Я бы очень хотела, конечно, завершить свое образование по Кулаковскому. Это совершенно бесконечный, конечно, процесс. Накануне Сбербанк объявил о своей масштабной трансформации. Теперь Сбер – это не только банк, а целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса. Подробнее об этом в нашем сюжете. Сегодня Сбербанк не просто обычный банк с привычным набором финансовых услуг. Сегодня это целая экосистема, позволяющая дополнительные сервисы. К примеру, в Сбермаркете якутяне заказывают доставку продуктов из супермаркета. В Сберздоровье могут записаться на онлайн-консультацию к врачу. В будущем, придя в отделение банка, якутяне смогут отправлять посылки и пользоваться мобильной связью через Сбермобайл. И возможности банка в будущем будут только расти. Все услуги
услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом «Сбер». Банк тоже трансформируется. В скором времени офисы Сбера будут оснащены умными банкоматами, которые будут распознавать клиента по лицу и голосу с помощью системы биометрии. Карточка для снятия или внесения наличных уже не потребуется. А в самом офисе посетителям предложат новый формат обслуживания и даже кофе. Мы взяли на себя амбициозную задачу – экономить людям максимум времени, благодаря нашим сервисам и продуктам, чтобы люди могли использовать это время с максимальным удовольствием и пользой, проживать яркие эмоции, двигаться вперед к своим целям, быть чаще с близкими, мечтать смелее, жить. Мы экономим время и возвращаем его вам для жизни. Трансформация Сбера будет проходить поэтапно в течение ближайших 6 лет. Теперь слоган «Сбер всегда рядом» актуален как никогда. Кстати, у банка появилась и другая позиционирующая цитата «Сбер для жизни». Юлия Михайлова, Светлана Черемкина, телеканал «Якутия-24». Юбилейные мероприятия, посвященные столетию системы дошкольного образования в республике, продолжаются. Сегодня в Якутске торжественно чествовали победителей и дипломантов всероссийских конкурсов среди дошкольных учреждений. Более 40 детских садов республики стали лауреатами. Лучшими детскими садами России названы 13 учреждений. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Пользуясь случаем, Министерство образования поздравило участников с наступающим Днем воспитателя, который отмечается ежегодно 27 сентября. К слову, среди награжденных оказались и победители конкурса лучших проектов для детских садов федерального уровня. Решили взять тему создания предметно-развивающей среды, предметно-развивающая среда как третий педагог. Конечно, заняли первое место. Конечно, это первое место – это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива, потому что мы всем детским садам создаем постоянно эту предметно-развивающую среду, пространственную среду. Вышел в свет специальный выпуск журнала «Колокольчик». В прошлом году Академия наук провела творческий конкурс «Сказки народов Севера» под эгидой Международного года языков коренных народов мира. По итогам конкурса научное учреждение начало совместную работу с издательством «Кэскил». Результат совместного труда можно увидеть в новом выпуске детского журнала. В сборнике представлены сказки, иллюстрированные рисунками детей на языках носителей с переводом на русский язык. Также в издании предусмотрена интерактивная часть – QR-код, с помощью которого читатели смогут прослушать комиксы на родных языках. Этот проект имеет место быть, когда по всей стране, по всему миру говорят о развитии, об освоении Арктики, о человеческом капитале. Мы, люди, населяющие сухопутные арктические территории Российской Федерации, в частности, наши земляки, носители языка, коренные малочисленные народы Севера, мы обязаны передать детям то, что передали нам наши предки. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Самое современное и технологичное сельхозпредприятие в суровых условиях Севера. Тепличный комплекс «Саюри» расширяет производство. Открой в себе ученого, а поиск старинных храмов обернулся неожиданным результатом для школьников в Ленске. Предпремьерный показ долгожданного фильма «Тагандархан. Столица региона». Создатели раскрыли некоторые детали кинокартины. Продолжаем нашу программу. В Якутске дали старт третьей очереди тепличного комплекса «Саюри», одному из самых современных и технологичных сельхозпредприятий Дальнего Востока. Ввод новых тепличных блоков позволит увеличить объем производимой продукции уже в текущем году. Подробности расскажет Петр Васильев. Свежие овощи в любое время года станут еще более доступными для якутян. В этом поможет ввод новых тепличных блоков комплекса «Саюри». Увеличение урожая ожидается уже в октябре. Представьте себе, какая была тяжелая логистика, когда это все везли. Все портилось, тратилось очень много времени, денег. И еще неизвестно, что привозилось в этих овощах, которые завозили сюда, на север, в Якутию, в республику. Много пестицидов, много там парафина там, и так далее, чтобы сохранить это все дело. А теперь свое, свежее,
которое в любое время года можно на столе иметь и использовать. Тепличный комплекс ввели в эксплуатацию 4 года назад. В том же 2016 году Саюри стал резидентом территории опережающего развития Якутии. Весной 2019 года ввели в эксплуатацию вторую очередь теплиц площадью более 1 гектара. Это позволило предприятию кратно увеличить урожай, позволяя собирать в год порядка 1000 тонн овощей и зелени. Сегодня в рамках третьего этапа ввода в эксплуатацию на территории комплекса установили 4 новых тепличных блока, в которых уже высажены огурцы и томаты. С запуском новых теплиц объем производимой продукции в 2020 году составит 870 тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2019. В течение от 4 до 5 месяцев плодоносит один куст. Это у нас была высадка в начале июля. Июль, август, сентябрь, октябрь. В ноябре, скорее всего, последний он урожай даст. Мы их будем собирать, убирать, подготавливать новую рассаду и снова посадим. Сейчас на предприятии работает 64 сотрудника. В следующем году их численность будет увеличена до 80 человек. Таким образом, с вводом новых блоков и увеличением штата еще больше свежих овощей и зелени будут радовать якутян круглый год. Петр Васильев, Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Более четверти века понадобилось, чтобы возродить сельхозпрактику для студентов Алданского политехникума. В Советском Союзе ее проходили не только учащиеся вузов и СУЗов, но и школьники. За работой студентов в полях наблюдал Руслан Павлов. Впервые за 27 лет студенты Алданского политехникума прошли сельскохозяйственную практику. Около 100 первокурсников неделю работали на угодьях Якокитского агропромышленного комплекса. Собираем камни, таскаем, загружаем в кузов их. Собираем в кучки, потом загружаем в кузов и их разгружают. За нехитрой работой молодежь познает, почем фунт лиха. Кто-то с непривычки устает, а кто-то уже знаком с тяжелым сельским трудом. Меня просто с детства приучила бабушка. Еще со времен войны, она у меня в Великой Отечественной войне участвовала, участник. Ну и вот она с детства приучала меня к этому. То есть тяжелого труда не боишься? Тяжелого труда не боюсь, наоборот, Если где-то предлагают поучаствовать, я всегда согласен. Кому-то нравится, кто-то бывает неохота работает. Но в основном все работают, все нравится. В отличие от первокурсников, студент со стажем Рустам Абдурахманов сам вызвался пройти практику. Он проходит обучение дистанционно и решил лучше влиться в коллектив, чем сидеть в 4 стенах дома. Весело. Конечно, не со своей группой, но решил попробовать. Холодно, конечно, еще. На природе зверский аппетит, поэтому обед по расписанию. Молодой растущий организм уплетает похлебку из студенческой столовой быстро и просит добавки. На десерт первокурсники получают общение и новые знакомства. Объединяет людей, которые не знакомы с друг другом и могут подружиться и узнать друг друга получше. Да. Сотрудничать с сельчанами техникум теперь будет на постоянной основе. За труд студенты получат прибавку к стипендии и, конечно, незабываемые впечатления от практики, которые будут вспоминать всю оставшуюся жизнь. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Якокит, Алданский район. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС вышли на уборку берега водохранилища в поселке Серебряный Бор. Мероприятие проводилось в рамках экологической республиканской акции «Вода России». За 3 часа трудовой десант от НГРЭС из 22 человек очистил 800 квадратных метров и собрал порядка 50 мешков мусора. После уборки весь собранный мусор отправили на городскую свалку. Субботники мы устраиваем на береговой линии постоянно, где-то в течение всего летнего периода. Это 2 раза в месяц как минимум. Собираем специально людей, выделяют цеха и проводим вот такие вот массовые уборки мусора. Люди у нас такие, что много мусора оставляют. Приходится нам за ними убирать всех. Поиск старинных храмов на реке Лени неожиданными результатами обернулся для ученика первой школы города Ленска Владимира Болдарева. Благодаря участию в краеведческой экспедиции Владимир со своим научно-исследовательским проектом занял 1-е место на конференции «Открой в себе ученого» в Санкт-Петербурге. С лауреатом встретилась Анна Кожевникова.
Не только открыл новые, неисследованные ранее старинные храмы на реке Лена, но и в себе ученого. Ученик первой школы 11 класса Владимир Болдырев занял первое место в секции краеведения во Всероссийской конференции «Открой в себе ученого» со своей работой «Старинные храмы при Лене». Эта идея появилась, как раз 4 года назад, то есть 4 этапа экспедиции, когда мы от Верхней Лени, с первого населенного пункта от Бирюльки до Тикси прошли за 4 года. И, конечно, хотелось показать нашу работу тоже. Мы ее показывали поэтапно. По каждому году мы делали анализ полевых исследований и представляли на конференциях «Шаг в будущее». Организатором такой масштабной и затратной экспедиции стал настоятель храма святителя Иннокентия, отец Анатолий. Он работает с ребятами с 2011 года. Владимир Болдырев участвовал в последнем этапе. Он побывал в Тикси. А примером для него стала мама. Она принимала участие в экспедиции в Русскую Джербу, по итогу которой выпустила фильм. А уже в 19-м, по совету родителей, я отправился в эту экспедицию. И изначально уже перед экспедицией я уже знал, что я буду участвовать, делать проект по этому маршруту. Очень было запоминающийся, очень понравилось, особенно в Питере. Вот это все, организация была очень хорошая, очень запоминающаяся. Очень останется на долгое время эти воспоминания. Ранее у Владимира тоже были различные проекты, с которыми он участвовал на районном и республиканском уровнях. Но так, чтобы на федеральном и сразу победить, такое впервые, говорит ученик первой школы. В его секции было более 20 конкурентов, некоторые даже из стран ближнего зарубежья. На достигнутом Владимир и его руководитель не останавливаются. По итогам всех экспедиций планируется издать энциклопедию «Храмы при Лене». Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. А в эти минуты в столице региона завершается предпремьерный показ долгожданного якутского фильма «Тыгын-Дархан». Это один из самых масштабных проектов якутской киноиндустрии. Перед показом фильма его создатели провели пресс-конференцию, поделились планами, рассказали о съемках и значении фильма для всей Якутии. Конечно, значение этого фильма в целом для нашего народа и в целом особенно для молодежи имеет, конечно, огромное значение. Потому что, к сожалению, глобализм стирает национальные различия. Это неоспоримо. Это признают все большие ученые мировые. Каждый день там по миру исчезает несколько языков. И это, конечно, на рубеже смены веков, в начале 21 века эта картина нам бы помогла еще раз оценить нашу историю, оценить нашу самобытность. И особенно это для молодежи, которым жить в 21 веке и жить дальше. И чтобы они не забывали о своих предках. Напомню, съемки «Тыгын-Дархана» велись на протяжении 2 лет на территории 11 районов республики и 14 населенных пунктов. Чтобы оценить масштаб произведения, стоит отметить, что в съемках батальных сцен фильма принимали участие более 10 тысяч человек. Специально для фильма с нуля были созданы декорации и костюмы. Сбор информации проходил в архивах, музеях, библиотеках. Были консультации с историками, археологами, писателями, краеведами, чтобы максимально точно реконструировать детали времен правления Тыгына. Впоследствии костюмы были подарены Якутскому государственному музею истории и культуры народов Севера имени Ярославского. На сегодня это самый масштабный проект якутского кино. Решение об его снятии было принято в 2015 году. Всего в этот фильм вложено 255 миллионов из государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Мы абсолютно прозрачно и открыто эти суммы называем в течение 5 последних лет. Но эти деньги пошли на съемки, которых не было еще у нас в истории республики. По сообщению создателей, прокат фильма начнется 4 ноября. Также планируется показ «Тыгын-Дархана» в тюркоязычных странах. Такой мы увидели пятницу, 25 сентября. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Всего доброго и до свидания.